А что вы можете предложить для кыргызстанцев, если вы станете главой государства, и не будут ли это обещания, как делали предыдущие? Надо, наверное, проследить мой путь и те обещания, которые я давал. В 2010 году мы давали обещание, что будет 7% кредит для сельхозпроизводителей. Многие говорили сказка, потому что стоимость кредита была 35%. Прям в открытую говорили. Мы пришли, я стал премьер-министром, мы исполнили. Под 7% получилось 6456 крестьянских хозяйств. После моего ухода начали выдавать по 10%. То есть подняли, но уже не 35, а 10%. Мы внесли. Я говорю крупные, да? Второе обещание, которое я давал в 2015 году, я говорил о депутатских привилегиях. Многие партии давали о депутатских привилегиях. Но единственная партия, которая лоббировала данное постановление и которой удалось, это мы с моими сторонниками заставили, чтобы депутаты отказались от служебных машин, это 120 машин, от 120 водителей, от 120 помощников. Мы сэкономили ежегодно сэкономили свыше 150 миллионов сомов только в парламенте одним действием. Мы единственная фракция, по оценке независимого института, которая выполнила 85% своих обещаний. Мне кажется, вот это доказательство, что если я говорю, я исполняю. Когда я стану президентом, что будет? Когда я выступал на Курултае, я сказал, за 6 лет наша страна войдет в десятку быстро развивающихся стран. Это конкретное обещание, конкретная измеримая величина. Ни один кандидат не дал, по крайней мере, в программе конкретных обещаний. А почему, если мы не можем в течение 6 лет войти в десятку быстро развивающихся, неразвитых, быстро развивающихся стран, то зачем его выбирать президентом? Зачем такой руководитель нужен, который не может ставить амбициозные задачи, не видит, как этого добиться? Зачем? Если вы и так живете, вы и так ничего не меняется, зачем тогда избирать? Мне кажется, у человека, который идет на первую должность, во-первых, этот человек должен ставить амбициозные задачи, видеть, как это достичь. Я уверен, вы сагитируете, через 6 лет многим из вас, наверное, будет не более 30 или 35 лет. Я говорю о многих из вас. И вы, наверное, хотите жить в стране, которая в десятку быстро развивающихся стран, о которой будет везде писать, восхищаться. При вас будут меняться это все. И дороги, и улицы, школы, больницы будут меняться. Вот за это надо двигаться, за это бороться. Вот такую задачу надо ставить. Вот это я вам обещаю. Вот это будет.